Новая философия обучения. Республика готовится стать пилотным регионом по внедрению смарт-образования. Для России эта программа, которая успешно работает на Западе и в Юго-Восточной Азии, является абсолютно новой. Что такое умное образование, как основа умного общества, расскажет Эльвира Имшанова. Дмитрий с рождения считается ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Мама Наталья всю жизнь бьется, чтобы дать сыну полноценное образование. 9 лет мальчик посещал обычную школу. С этого учебного года он находится на дистанционном обучении. Сейчас каждый урок – это персональное занятие с учителем-предметником. Когда мы поступили на дистанционное обучение, я просто крылья распахнула, и мы полетели с ним вместе к знаниям. Я теперь только в этом и вижу смысл, что мы только вот так сможем закончить любое заведение, не выходя и не уезжая из дома. Зинура одноклассники прозвали компьютерным гением. В программировании в этом лицее ему нет равных. На уроках информатики подросток откровенно скучает, поэтому специально для Зинура учителя подбирают самые сложные задания из интернета. Когда мы программирование проходим, мне не так интересно то, что они проходят. Так как я знаю больше, чем они, и больше, чем дается в школах. В интернетах есть специальные порталы, ресурсы, где можно заниматься самому. Учеба на расстоянии абсолютно из любой точки мира для любого слушателя. Смарт-обучение уже прозвали новой философией образования. В регионе площадкой для реализации пилотного проекта готов стать башкирский лицей-интернат, который собрал под одной крышей самых талантливых школьников со всей республики. Необходимость в революционных подходах к учебному процессу назрела давно, считают педагоги-новаторы. Очень актуальное направление сегодня позволяет постоянно повышать образовательный уровень, постоянно заниматься, выбирать свою траекторию. Этим самым мы делаем доступным образование для всех детей. Абсолютно новая для России, но давно существующая в Европе модель, когда школьник, студент или взрослый человек может самостоятельно получать знания. В каждом конкретном случае на помощь обучающемуся приходит педагог, тренер или интернет-ресурс. Все, что необходимо для подобного обучения, это компьютер и высокоскоростной интернет. Роль учителя снижается. Учитель меньше обучает, меньше рассказывает детям. В основном дети сами все изучают новые материалы, получают новые знания. Сегодня мы поговорим о многолетности воды и попробуем выявить ее суть. Одной из попыток реализации смарт-образования в России стали так называемые интернет-уроки, когда, к примеру, пропущенное занятие школьник может просмотреть в видеорежиме через глобальную сеть. Правда, общение получается односторонним, и здесь качество обучения больше зависит от сознательности ученика. О своем намерении сделать Башкортостан пилотным регионом по внедрению смарт-обучения глава республики говорил еще в октябре прошлого года на встрече с делегацией из Южной Кореи. Тогда же стороны договорились о сотрудничестве в области развития проекта «Электронный университет». У меня сложилось впечатление, что президент хочет начать этот проект для республики и затем продвигать его на федеральный уровень. Смарт-обучение станет одной из составляющих смарт-общества. Внедрение проекта начнется со школ, потому что именно подрастающее поколение на «ты» с IT-технологиями. Идея коротко заключается в том, что человек на протяжении всей своей жизни должен учиться, иметь возможность учиться. И это не обязательно обучение вот с глазу на глаз или в какой-то аудитории. Это и дистанционное образование прежде всего. Пока проект смарт-образования не имеет конкретных программ. В республике скорее есть возможность и желание развивать это направление. Требуются немалые инвестиции. Однако наработанным опытом уже заинтересовались другие регионы. Эльвира Имшанова, Эдуард Якушев, Вадим Зараев. Вести Башкортостан.